появится сила. Здесь, в этот час, в это время мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. И изливается сила. Здесь, в этот час, в это время мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Все мы дети Господни, и все мечты Его наши. Уже придет во всей силе Царство Твое. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Ничто не погасит Твоей любви, подобно пожару огонь ярит. И пусть он сильнее горит во мне. Пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения Божия, и здесь свой огонь. Пусть он горит во мне. Пусть он горит во мне. Изливается сила. Здесь, в этот час, в это время мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. Все мы ждем Его. Аллилуйя. Господь здесь в своей силе и славе. Воздайся слава, и Бог с нами в каждом дне.
со мной, я всегда в твоих руках, я иду за тобой, твой покой внутри меня. Славлю я тебя, Бог мой, ты есть сила для меня, для меня. Ты привел меня в свой свет, сердце мне вложил любовь, в твое присутствие, Господь, прихожу вновь и вновь. Хочу познать тебя, Бог мой, ты стал навек моей судьбой. Каждый день я иду за тобой, я иду за тобой, отвергая всякий страх. Мой Господь, ты со мной, я всегда в твоих руках, я иду за тобой, твой
царем навеки, распятый на кресте, стал моим царем навеки, распятый на кресте, стал моим царем навеки, распятый на кресте, стал моим царем навеки. Меня спас, грехи простил, и на том кресте освободил. Тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, тебе вся слава, слава, Иисус. Тебе вся слава. Аллилуйя! Воздай всю славу нашему Господу. Он достоин всей славы от Тебя. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Ты удивительный, Ты велик. И Твоя победа, Господь, она настолько велика. И мы можем ходить в этой победе в каждом дне. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою увенчан. Мой Бог не победит. Да, мой Бог не победит. Вооружен мой враг, но все ж бессилен. Он не тьмой грозит, но свет сильней. Ибо мой Господь победою увенчан. Мой Бог не победит. Да, мой Бог не победит. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. В имени Иисуса власть и сила, он в любой борьбе не победит. С ним перед любым предстану великаном. Я знаю, победа за ним. Я знаю, победа за ним. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро.
Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Все зло, что обрушил наш враг на нас, Ты обращаешь добро, обращаешь добро. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Знаю, меня победа ждет, знаю, меня победа ждет, ведь Господь эту битву ведет. Аллилуйя. Тот, кто от нас, больше того, кто в мире. Господь, благодарим Тебя за Твою победу, за Твою силу, Господь, за то, что мы Твои полностью. От темени головы до подошвы ног, наш Иисус. К Тебе, Господь, прихожу опять со всем, что есть во мне, Бог. Ты взял мой мир в ладони своих рук. Я Твой, Господь, навеки. Верю я в Тебя, Иисус, я принадлежу Тебе. Ты причина, чтобы жить, Ты причина, чтобы петь. Верю я в Тебя, Иисус, я принадлежу Тебе. Ты причина, чтобы жить, Ты причина, чтобы петь всем, что я есть. Пойду туда, куда и Ты пойдешь,
через радость и любовь доверюсь я. Хочу ходить по Твоим путям в обетованиях всегда. Верю я в Тебя, Иисус, я принадлежу Тебе. Ты причина, чтобы жить, Ты причина, чтобы петь. Верю я в Тебя, Иисус, я принадлежу Тебе. Ты причина, чтобы жить, Ты причина, чтобы петь всем, что я есть. Niye gelemi dolbar bina arılalı irilerge migin oskuda eneteri mene bolağı İsus, eğer en oğlum sonda da bir duam reda İsus, eğer en oğlum sonda da bir duam reda en bolağı eğini min barım ölü taptav argıstan en solargı batığım bir tılgar erebilir. İsus, eğer en oğlum sonda da bir duam reda. Верю я в Тебя, Иисус, я принадлежу Тебе. Ты причина, чтобы жить, Ты причина, чтобы петь. Верю я в Тебя, Иисус, я принадлежу Тебе. Ты причина, чтобы жить, Ты причина, чтобы петь всем, что я есть. Помни о том, что ты принадлежишь Господу, и Он заботится о тебе в каждом дне. И Он знает все твои нужды, все твои проблемы, все твои трудности. Ты как открытая книга для Него. Не заботься ни о чем, но всегда в прошении и молении открывай свое сердце перед Богом. Он всегда рядом, чтобы помочь и поддержать.
В Луки 22, 19 стих написано: «И, взяв хлеб, и поблагодарив, преломил и подал им, говоря: это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание». Это мы делаем в начале месяца, каждый месяц. Ой, в конце, извините. Раньше было в начале, в конце. Поэтому давайте сейчас помолимся и будем принимать хлебопреломление. Помолитесь, пожалуйста. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за все то, что Ты совершил на кресте. Мы благодарим Тебя, Господи, за это тело Твое ломимое. Мы благодарим Тебя, Господи. Мы будем сегодня принимать это тело в Твое воспоминание, потому что Ты забрал все болезни своим телом, и Ты нам даешь жизнь, Господь. Принимая это тело, мы соединяемся с Тобой, с Твоим телом прославленным, Господи. Мы благодарим за эту привилегию принимать вечерю вместе, как церковь Твоя, Господи. По тому образцу, который Ты нам дал, благодарим Тебя, Господь. Мы также благодарим Тебя за кровь Твою пролитую. Спасибо, Господь, что эта кровь, она омыла все наши грехи. Что эта кровь, это новый завет Твоей крови. Господи, это значит все обетования, которые для нас, они растворены в этой крови. И принимая эту кровь, принимаем исцеление, восстановление, Господи, принимаем жизнь, мы принимаем защиту в этой крови, Господи. Принимаем Твою ДНК, иммунитет, здоровье, Господи, все в Твоей крови и теле. И мы принимаем и благодарим Тебя, что Ты претерпел эти муки, чтобы мы могли вкушать Твое тело и пить Твою кровь, и быть частью Тебя. Спасибо Тебе за все. Низкий поклон. И да будем мы это делать достойно, Господи, то есть воспоминая все, что было на кресте, благоговеть, почитать, благодарить и любить Тебя. Драгоценные, не спеша, как обычно, слева подходим и по очереди, по кругу идем, принимаем вечерю. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас. В небе навсегда записан мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все, все, что мне надо, знать Тебя и быть с Тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Все, что мне надо, знать Тебя и быть с Тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для Тебя поет душа моя. Жизнь свою отдал на кресте за мой грех, кровь свою пролил на алтарь и спас. В небе навсегда записал мое имя. Ты для меня все. Ты для меня все. Все, что мне надо,
знать тебя и быть с тобой рядом. Иисус, мое сердце изменил навсегда. Для тебя поет душа моя. Сейчас наши музыканты примут хлебопреломление. Спасибо вам большое. Дети, готовьтесь. Сейчас будем за вас молиться. Подтягивайтесь все снизу. Выходите, пожалуйста. Ой, молодцы. Уже самые жаждущие. Дети, подростки, беременные, выходите, пожалуйста, сюда. Катя, Надежда уже здесь, Дмитрий, Кристина. Так, Саян, Рафаэль, Давид. Все, что ли? Даниил. А вон еще у нас стоит молодой человек. Проходите сюда, пожалуйста, выходите. Аллилуйя, Господь. Мы воздаем всю славу Тебе, Отец. Мы всегда благодарим Тебя за наше наследие, за наших детей, которые Ты нам дал, потому что это благословение. Господи, мы преклоняемся пред Тобой с благодарными сердцами. Господи, за каждого ребенка, который сейчас здесь и которых даже нету, а который даже, может быть, в чреве мамы находится. Потому что это благословение, это план Божий. И слава Богу за каждого ребенка, за каждое сердечко, за каждую клеточку, потому что это сотворил Господь. Господи, мы благословляем наших детей, благословляем их крепким здоровьем. И будут наши дети не только физически здоровы, но также и духовно здоровы. Да будут наши дети послушны, мудры, потому что это благословляет их. Да будут они светом там, где они будут находиться. Да будут ходить они правильными путями, Божьими путями. И пусть они знают, Господь, Тебя как Бога живого. И обращаются к Тебе, Отец. Открывают свои сердца в познании Твоей истины, Отец. Господи, Отец, убери всякий страх, всякую неуверенность от наших детей. Помоги ему увидеть, как Ты любишь, и как Ты, Господь, благословляешь, и что Ты всегда рядом с ними, Отец. Господи, да прославится имя Твое через каждого нашего ребенка во имя Иисуса Христа. Да высвободятся все плоды Твои, духовные, во имя Иисуса Христа. Да будут они успешны, да будут они праведны. И мы все сказали аминь. Роман, Данил, можно вас попросить поставить кафедру на место? Сегодня нам слово подготовила Любовь Николаевна. И, Давид, пожалуйста, выведи на экран о пожертвованиях. Вот строчка у нас там есть. Забыли еще одно важное служение. Мы жертвуем
для Господа, не только для постройки этого здания, но в частности вот для таких поездок наших гостей, для поездок в отдаленные районы наших пасторов, епископов. Поэтому Кристина, раздай, пожалуйста, ведерки. Да не оскудеет рука дающего, да? Такое короткое слово. И, пожалуйста, настраиваем себя на то, чтобы принимать сейчас слово, чтобы через разум сеялось в наше сердце. Благословляем это собрание, благословляем этот день, благословляем наших служителей в отдаленных районах, те, кто верные, и те, кто несут слово до края земли. Добрый день, драгоценные. Давайте помолимся за то, что пожертвовал народ Божий. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за каждое жертвенное сердце, доброхотно дающего Ты любишь. Боже, мы верим, что каждый давал доброхотно, никто никого не понуждал. Господи, благодарим. Мы знаем, что у Тебя воздаяние во 100-кратное, и да будет 100-кратное воздаяние для каждого, кто это сделал по любви. Не по принуждению, Господь, не религиозно, но именно из любви к Тебе. 100-кратное, Господи. Благослови, чтобы никто, ни одна душа не имела ни в чем нужды. А если у кого-то, Господь, не было чего сегодня дать Тебе, но он просто поблагодарил Тебя за этот день, благослови его, Отец, и восполни всякую нужду, чтобы было из чего уделять. Благодарим Тебя и славим за все. Аминь. Драгоценные, я сегодня хочу поделиться с вами проповедью на тему «Твердое упование на Господа». Почти у всех у нас, верующих, есть некоторые долгое время нерешенные какие-то жизненные ситуации. Есть такие? Есть. И хотя мы вроде не сдаемся, продолжаем уповать на Господа, что Он поможет разрешить их, ответы почему-то не приходят. Можно, конечно, по-своему объяснить отсутствие ответа и продолжить и дальше уповать точно так же, как мы это делали раньше. А можно попробовать разобраться. А что не так с нашим упованием? Что значит уповать на Бога правильно, по-библейски, чтобы ответ обязательно пришел? Уповать – это надеяться, это верить, это рассчитывать, полагаться на что-либо, на кого-либо с целью получить помощь в решении проблемы. Кто уповает? Все люди, все, и верующие, и неверующие, но объект их упования разный, да? Объект упования, надежды разный. Что случилось у нас тут? Но человек в любом случае в своем уповании становится как бы зависимым от того, на кого он уповает. То есть он от Бога будет зависим или от идола. И так как никто из тех из нас, из ожидающих помощи, не знает, когда этот ответ, эта помощь придет, то это упование это не такое, что одноразовое, что-то мгновенное, сиюминутное ожидание. Это процесс. Это процесс. В Библии используется несколько разных слов, которые у нас переведены как в синоидальном переводе, как уповать, уповающие. Изучив их значение, я вас не буду мучить этим, прослеживается четкая картина, что такое уповать по-библейски. Это быть твердо уверенным, иметь дерзновенное упование, это надежда крепкая, совершенная, непоколебимая,
никакими сомнениями. Это быть устойчивым, неподвижным, постоянным, твердо стоять и выдерживать напор. То есть человек настолько уверен в Боге, в том, что Он защитит, поможет, ответит, что никакой шторм, напор извне, никакое обстоятельство, доводы никакие, ничто не может пошатнуть его веру и его упование. Он остается неподвижным и твердо стоит на библейском обетовании. Он не мечется в страхе, в панике, он находится в покое, что бы ни происходило вокруг. То есть даже если в лодке уже вода, и если ветер противный, помним, да, человек не колеблется. О, я бы сказала, это уже больше, чем привычное наше «я уповаю на Господа». Верно? В последнее время все часто звучит такая фраза: в этой жизни нельзя быть уверенным ни в чем. Слышали так, да? Сами, наверное, говорили. И мы, христиане, особо не задумываясь, соглашаемся с этим утверждением. Но ведь это ложь. В том, что говорит Библия о Боге, и о том, что там написано и обещано нам, о том, что ожидает мир, ожидает праведников, ожидает грешников, землю, мы должны быть уверены и быть непоколебимы в своей уверенности. Неуверенность, она приносит сомнения, страх, панику, потерю веры, надежды. Нам легко уповать, конечно, на Господа в некоторых ситуациях. Например, нетрудно верить, что Господь исцелит, если это касается какого-то такого, малозначительного, обыденного чего-то. Ну, например, насморк. Да? Ну, никто от насморка не умирал еще. Поэтому, если мы примем лечение, что мы не будем лечиться, а будем уповать на Господа, что произойдет? Такой человек выздоровеет. Есть такая даже пословица: если будешь лечиться, выздоровеешь за 7 дней, а если не будешь лечиться, то через неделю. Разницу уловили? Ну, вот так. Но если ситуация трудная, необыденная ситуация, например, поставили человеку довольно серьезный диагноз, как здесь уповать? Не лечиться? Отказаться от медицины и полагаться, что Господь целитель, и ранами его ты исцелен? Можно и так. Все очень индивидуально и зависит от многих факторов. Нет единого рецепта на все случаи жизни. Кто-то вылечится чудесным образом только по молитве веры, а кто-то нет. Но Бог, драгоценные мои, верный, и Слово Божье верно, что уповающий на Господа не будет постыжен. А в чем тогда должно быть наше? Что у нас сегодня с луком? Наше, да? Наше упование, ну ладно, не отвлекаемся, сейчас все сделают. Давайте. А в чем тогда должно быть наше упование в любой ситуации? Как должно выглядеть оно? Как Бог хочет, чтобы мы с вами это делали? Вот об этом я сегодня предлагаю поговорить. Бог действительно ставит определенные требования этому процессу. А иначе, как мы можем объяснить цитату из первого послания Петра 3:5? Давайте откроем. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Получается, что не любое упование правильное, есть и неправильное упование, а иначе тогда в чем держать нам отчет? То есть в какой-то ситуации наши убеждения, наша вера, наше упование, что Бог то-то и то-то сделает, ответит на нашу просьбу, потому что Он любящий, милующий, всемогущий и так далее, может быть верным, а в какой-то ситуации в принципе неверным. В этом вопросе нам тоже сегодня нужно разобраться. Для удобства я подготовила слайды, несколько слайдов, где отмечены сравнительные такие характеристики библейского упования и не библейского упования. Я, похоже, пультик оставила где-то. Или мне его не дали, или я его где-то оставила. Надо его будет найти. Спасибо. Итак,
Первая характеристика. Мы высветили ее на экране? Ага, да, вот она. Первая характеристика библейского упования – это упование является волей Божией. И, соответственно, если не библейское, упование не будет являться волей Божьей. Открываем 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. Давайте прочитаем. Оно об этом как раз. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы не попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Чудесное место. Все, что просим, получим. Комментировать здесь нечего. Все предельно ясно. Если наше желание совпадает с желанием Бога, ответ гарантирован. Если то, во что мы верим и надеемся, что Господь ответит, удовлетворит просьбу, не является волей Божией, то это неправильное упование и напрасны наши ожидания. Почему неправильное упование? Даже если оно хорошее. Мы же можем хорошего этого желать. Да потому что мы не удосужились, драгоценные, поинтересоваться волей Божьей в этом вопросе. Свое мы поставили как бы выше Божьего. Воля Божья, она изложена в Библии, где Бог говорит с нами. Бог говорит с нами, если мы спрашиваем Его об этом. Он вкладывает желание в наши сердца. Нужно только прислушаться. В Ефесянах 5:17 написано: «Итак, не будьте нерассудительны». В другом переводе это слово «нерассудительны» говорят «неразумны» или «глупцами». То есть не будьте глупцами, но познавайте, что есть воля Божья. Кто должен познавать, узнавать, что такое воля Божья? Кто? Я. Каждый за себя говорит. Я должен узнавать. Апостол Иаков говорит также, акцентирует внимание на этом вопросе. Иакова 4:3. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Ну, себе родному, чтобы ближе к телу. Можно всю жизнь верить, например, что однажды Бог даст, проговорит во сне, покажет еще каким образом нужный код от билета лотереи. И вы выиграете, наконец-то, свои желанные, долгожданные несколько миллионов, заживете безобидно, но так ничего всю жизнь и не выиграть. Потому что просите для удовлетворения своих личных каких-то завышенных желаний. Это, я думаю, очень понятный пункт, да? Понятно. Идем к второй характеристике. Вторая характеристика. Оказывается, у меня тут не все так хорошо работает. Чего нужно? Почему туда? Вот. Ждем. Очень интересно. Нет, не хочет. Не хочет, нет. Есть, появилась, да? Ну все, наконец-то. Сработало, извините. Вторая характеристика. Бог – первоисточник. То есть полное, первоочередное упование. Оно возложено на Бога в любой ситуации. И не библейское, соответственно, Бог не является первоисточником. Нет приоритета упования на Бога. Есть упование на все, что угодно. На людей, на богатство, на знакомство, то есть на любого идола. Ну, к примеру, случилась беда в человека. Он в панике, в страхе, мечется туда-сюда. Всех уже обзвонил, все уже испробовал. Зашел в тупик, нет сил ничего-то изменить по-человечески. И тут-то он о Боге вспомнил. Но такими драгоценными своими стараниями, беготней, он не дает Богу действовать в этой ситуации. И Бог только смотрит на человека и ждет, когда же он угомонится и опомнится, придет в себя, как тот блудный сын, и воззовет к Богу. А вот если человек обращается к Богу с молитвой, то этим самым, запомните это, он
дает право Богу на вмешательство. Запомнили? Молимся, даем Богу право вмешиваться в обстоятельства. Дорогие, в любой ситуации в самом начале нужно обратиться к Богу словами ли, в духе, помолиться Богу, попросить Его помощи в решении вопроса. То есть обязательно в первоочередном порядке искать убежище в Боге, чтобы там укрыться, найти покой, вопросить и получить ответ. Это будет свидетельством для всех, в том числе для духовного мира, что мы уповаем на Бога, не на словах, а в делах. Это и есть проявление нашей веры. Согласитесь, что мы верующие даже на практике, собственно говоря, не то, что даже, а на практике, не всегда уповаем на Бога, как на первоисточник, а тем более неверующие люди. На что полагаются обычно люди? На свои силы, на связи, позиции, богатство, опыт, на YouTube, на скорую помощь, на то, что Бог и так поможет, без всякой просьбы. Он же знает, что случилось. А что говорит Слово Божье? Что лучше уповать на Господа, чем на человека, чем на князей, чем на богатство, на силу свою. Только если Господь на первом месте, все остальное будет на своих местах. И по-другому невозможно. Более шире вы можете посмотреть вопрос, открыв места Писания, которые указаны на данном слайде. Переходим к третьей характеристике библейского упования. Мы сегодня, драгоценные, будем упор делать в основном на оригинал, то есть на то, как нужно уповать. И в меньшей степени будем уделять внимание неправильному упованию. Я думаю, уже будет понятно, что значит неправильно, да? Но все равно будем оговаривать какие-то моменты. Итак, третья характеристика – это твердая, непоколебимая надежда на то, что Бог, Он могущественнее любых нужд. Ибо нет ничего трудного и невозможного для Бога. Он поможет, даст ответ, благословит. И, соответственно, надежда у небиблейского не твердая, сомнение, неуверенность в получении ответа. Все это будет присутствовать. Богу трудно, Богу будет, вернее, неугодно наше так называемое упование, если мы сомневаемся в том, что Господь может нам ответить. Иакова 1:6-7. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневаешься подобным чему? Морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Слышите, да? Сомнение зачеркивает все наши надежды и ожидания. Все. Сомневаемся, ничего не получим. Примеров у каждого из нас в повседневной жизни больше, чем достаточно. Когда мы не вверяем какое-то действие в руки Божьи, а действуем по-человечески, то есть включаем свою логику, вспоминаем жизненный опыт и так далее. Когда вера наша колеблется, и мы не ждем ответа от Бога, а хотим добыться побыстрее того, чего трудно вообще или вообще невозможно добиться по-человечески, то это похоже на то, если бы мы с вами посылали запрос в какое-то государственное учреждение, допустим, какое-то ведомство, послали, не дождавшись ответа, срочно это письмо отзываем обратно. Потом через некоторое время ответа-то нету, мы опять отправляем свой запрос, опять ждем, опять его забираем обратно, отзываем. То есть наша вера, она колеблется. Но вы знаете, и это же даже любое наше послание, оно должно пройти какое-то определенное время. Если в госучреждении там 30 дней на ответ. То есть нужно дождаться. Слава Богу, что наш Бог не такой, и Он не выжидает 30 дней. Он в каждой ситуации действует индивидуально. Но нам нужно помнить об этом. И не торопиться, не забирать и не колебаться. Иаков четко сравнил такие колебания с волнами морскими. Твердое, непоколебимое упование на Бога возникает не на пустом месте, драгоценное. И здесь на слайде это видно. Оно строится на познании Бога, познании Его характера, на близких отношениях с Ним. Чем больше мы знаем Бога, тем больше доверяем Ему.
как вы можете доверять тому человеку, которого вообще не знаете? Можете довериться? Ну, можно, но это безумие. Правда же? Это безумие. Понимаете, если мы просто неверующему человеку говорим, повторяем, как попугаи, можно сказать, уповай на Господа, не беспокойся, а человек не имеет под ногами этой твердой почвы. Бога он не знает, слова он от него не имеет, как ему уповать? Но так как внутри каждого человека заложен с рождения инстинкт самосохранения и вера в Бога или в какую-то сверхъестественную силу, то всем хочется верить в чудо. И человек пытается уповать, но у него это не совсем получается. А что в итоге? Получается такой легкомысленный оптимизм. Надежда, что все как-нибудь утрясется и будет все хорошо, называется. Люди, когда их прижмет, они хватаются за соломинку, правда же? Как утопающие за соломинку. Но соломинка тоет, и они тонут под натиском обстоятельств. Почему? Повторим, да потому что не знают Бога близко, не знают Слова Божьего, рема не получили, вот. И как же им стоять твердо, как же им уповать в трудной ситуации? Да невозможно. И тогда на что эти люди опираются? На собственное голое желание, ничем не подкрепленное. Но слава Богу, часто искренняя молитва, обращенная к Богу в трудной ситуации, не остается без ответа. И все потому, что Бог много милостив к людям. Евреям, давайте откроем, Евреям 10 глава, 35 стих. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Это предупреждение драгоценное. Значит, есть риск, что могут прийти в жизни такие моменты, когда мы можем оставить свое упование на Бога. То есть можем разочароваться, перестать твердо верить и ожидать. И в итоге тот факт, что мы в начале пути твердо верили, уповали, нам не зачтется. Ведь что нужно? Главное – дойти до конца. До конца. Уповающий, а не сомневающийся, получит великое воздаяние. Если до нас Бог будет тем, кем Он был для царя Давида, то упование наше никогда не будет напрасным. Оно будет библейским, оно будет совершенным. И я бы хотела открыть Псалом 17, 3 стих. «Господь – твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Вот так, смотрите. Твердыня, прибежище, избавитель, скала, щит, рог спасения, убежище. Это все в одном предложении. Вот так образно Давид описывал, кто для него являлся Бог. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Это говорит пророк Исаия в 26-м псалме, в стихе. Исаия 26:4. Твердо стоять можно только на чем-то твердом, правда? В болоте каком-нибудь, где зыбучая почва, где песок. Твердо нельзя устоять. И Давид и Исаия именно говорят, что Господь твердыня, и на Его слове мы с вами можем стоять твердо. Сыны Корееви, Псалом 45, 2-4 стих. «Бог нам прибежище и сила, который помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы, послушайте, поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумит, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Драгоценные, уповающие на Господа ничего не боятся. Ни землетрясений, ни цунами. Я не говорю, что будет трясти, вы будете стоять, как истукан. Нет, не об этом вообще речь. О мире в сердце, уповании на Господа, что Он даже в этой ситуации спасет чудным, дивным образом. Вот это есть истинное упование. Ярких примеров могущественного, крепкого, истинного упования на Бога в Библии предостаточно. Некоторые из них очень часто звучат с этой кафедры. Это кто сразу на память нам приходит? Это и Даниил,
во рву со львами, правда же? Это и 3 мужественных еврейских юноши в огне, это и много историй, произошедших с Иосифом, это множество историй, которые произошли с царем Давидом, да? Вот. Можно взять за пример любого из героев веры, которые описаны в 11 главе Евреям. Но сегодня я предлагаю вам, нам всем, рассмотреть эпизод, описанный во 2 Паралипоменон, 20 главе. Там описана такая история. Великое множество моавитян и аммонитян объединились и пошли войною на Иосафата. Это был иудейский царь. Иосафат не имел силы, потому что их было очень много, противиться врагам. Обратился с величайшим упованием к Богу. Давайте мы откроем и зачитаем. 2 Паралипоменон, 20 глава, 3 стих. «И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее, и собрал он общенародное собрание малых детей и всех взрослых пред лицом Господа для умилостивления Бога и для общего совета». Иосафат далее произносит молитву, которую изучают и которую берут на вооружение все христиане всех времен. Молитва, она описана 6 по 12 стих. Это ваше домашнее задание, кто ее еще не изучал. Углубитесь. Мы начнем читать с 12 стиха, то есть окончание этой молитвы. «Боже наш, Ты суди их, ибо нет нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас. И мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». Как по-другому можно сказать его молитву? Что он говорит? Господи, мы бессильны, мы немощны, Господи. Мы не знаем вообще, что делать без Тебя, уповаем только на Тебя, нуждаемся в Твоей силе. И что вы думаете? И тут сошел Дух Господень на Иозиила. С 15 стиха считаем. «И сказал он: слушайте, все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». Первое, о чем предупреждает Бог, чтобы они пребывали в мире и покое, и доверяли Богу до конца. И далее Бог дает подробный план действия. 17 стих. «Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь, не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». То есть не мечитесь в панике, в страхе. Стойте твердо на том, что Бог дал, а Он дал Слово Свое, гарантию спасения. Он дал ответ, Рема. 18 стих. «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу». 19. «И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа, Бога Израилева, голосом весьма громким». 20. «И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу нашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И последний, 21 стих. «И совещался он с народом, и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни выступали впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его». Вот ответ. Господь невидимо возбудил между аммонитянами и манитянами такое несогласие, и они начали рубить друг друга до последнего воина. Иосафату и его людям досталась победа без войны, с привычным оружием в руках, правда же? Без войны. Они еще, кроме этого, 3 дня собирали на месте вражеского междоусобного побоища многочисленную добычу в виде дорогих там одежды, сосудов драгоценных.
Вот, вот очередное подтверждение Евреям 35, которое мы читали, воздаяние за упованием. Еще и награду получили. Не только победа, но и добыча досталась. На мой взгляд, это классический, практический вариант упования. Первое. Иосафан прежде всего взыскал Господа. То есть обратился к первоисточнику, к Богу. Затем он стал действовать, объявил пост, собрал всех на собрание, больших и малых, и на молитву, расписался в молитве в своем бессилии пред врагом и возложил упование на Бога. Дождался ответ от Бога, четкую подробную инструкцию, как им действовать. Поклонился Господу, а левиты восхвалили Бога. Заметьте, что это было все еще до начала войны. Иосафат сам твердо поверил Богу и ободрил сердца воинов упованием на Бога. Да? Он сказал: верьте Господу Богу нашему и будете тверды. И последнее, что сделал он, беспрекословно выполнил все повеления Бога. То есть выставил без помощи, безоружных певцов впереди вооруженных воинов. Я просто вам рекомендую, драгоценно, перечитайте эту главу, 2 Паралипоменон, 20 глава. Она благословение для нас огромное. Огромное. Что сказали? И это их полное, совершенное упование на Бога оказалось самым лучшим оружием, непобедимым оружием. Почему упование можно назвать оружием? Да потому что в любой трудной ситуации, где мы призываем помощь Господа, нам нужна победа. А значит, нужно оружие. Чтобы эту победу добыть, неважно, через какой канал придет помощь от Господа и как она может выглядеть. Смысл от этого вообще не меняется. Это может быть слово мудрости, это может быть слово знания от Господа, вмешательство небес или своевременная помощь, опять-таки, благодаря Господу, обыкновенных наших людей рядом с нами, друзей наших. Это может быть здравое поведение или какое-то конкретное действие под водительством Духа Святого. Все это является проявлением только, следствием нашего упования на Господа. Поэтому само упование на Господа – это непревзойденное оружие в любой ситуации. Запомнили, да? Самое лучшее, непревзойденное. Хватаемся за Бога. Именно ответ от Бога, Он определит исход сражения. Идем дальше. Неотъемлемой частью библейского упования на Бога есть хранение мира в сердце. И это 4-я характеристика. Он не хочет мальчик открываться. Получилось. Мы частично уже упомянули важность мира и покоя в сердце на примере Иосафата. Да? Там Бог дважды повторил: не бойтесь и не ужасайтесь, то есть храните мир. И поэтому характеристика, я так ее озвучила: покой, мир, Божье сердце, равновесие в разуме, уверенность в безопасности и отсутствие озабоченности. И, соответственно, не библейское упование – это страх, паника, беспокойство, волнение, неуверенность в безопасности и озабоченность. Открываем Исайя, 30 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилю, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». Этот стих касается не только той конкретной ситуации, которую мы зачитали, когда Израиль побежал в Египет. Нет, но и в каждой трудной ситуации, если мы желаем спастись от зла, присутствующего в любом бедствии, нам нужно возвратиться к Богу и успокоиться в Нем. Там найти покой. Нам нужна с вами сила, чтобы пройти любую кризисную ситуацию. Но нам прежде нужно признать свою немощь, чтобы эта сила пришла от Господа, как это сделал Иосафат.
А еще нужно, согласно этого стиха, пребывать в Боге в тишине и уповании на Него, на Его милость. Но если мы будем уповать на себя или на других людей и пребывать в беспокойстве, тревоге, страхе, злости, то, соответственно, лишимся силы и не дождемся помощи. Это я еще раз в этом утверждаю вас. Нам следовало волноваться только в том случае, если бы наш Бог был не всесильным, не всемогущим, не вездесущим и не все знающим, и не все могущим. Но для нашего Бога нет ничего трудного и невозможного. И поэтому, драгоценные, не лучше ли нам с вами возложить все заботы на Него? Это библейский стих, Псалом 36:5. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». То есть приведет в порядок, поможет и защитит. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Псалом 54. Уповать – это не значит бездействовать. Нет. Обратиться к Богу и далее поступать в соответствии с Его волей. И в Новом, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете звучит такая фраза: «Не убоюсь, что сделает мне человек». Речь о человеческом страхе. Он будет приходить в какие-то моменты жизни, но оставаться в этом состоянии не стоит. Нам нужно поступать так, как библейские герои, как Давиду, например, сказал: «В страхе на тебя я уповаю». Вот когда ему страшно, бежать нужно к Богу. И еще притчи 29:25. «Боясь пред людьми ставить сеть». То есть что она делает? Сковывает зажимает тиски. «А надеешься на Господа, будет безопасен». Драгоценные, безопасность наша заключается в том, чтобы дать возможность Богу бороться за нас. Запомните это. Наша безопасность – Богу дать бороться за нас. А что дает Богу такую возможность? Что дает Богу? Мы уже говорили. Что дает такую Богу возможность бороться за нас? Что? Наша молитва. Правильно. Наша молитва и доверие Ему. То есть, если мы помолились, даже если какая-то ситуация критическая, мы просто воззвали: «Господи, помоги», «Господи, Тебе отдаю», «Господи, это». Вы знаете, это уже молитва Богу, это уже обращение. Это первоочередное, что мы сделали, и этим мы дали Богу возможность. И это наша безопасность. 5-я характеристика. А я все тренируюсь правильно включать. Но видите, все лучше и лучше. 5-я характеристика библейского упования. Довольство, любим ответом Бога, благодарность и прославление Бога. И, соответственно, не библейское чувство горечи, обиды, разочарования, ропот какой-то, если обстоятельства складываются не так, как ожидалось. Когда мы довольные и благодарные, это показатель чего? Нашего истинного упования на Бога, нашего доверия Богу. 1 Тимофея 6:6, и знаете, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Апостол Павел именно такой человек. Он научился быть довольным тем, что у него было. Филиппийцам 4:12. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. А это страшно, терпеть голод. Быть в обилии и в недостатке. Бог отвечает чаще всего, драгоценные, на наши молитвы, просьбы, упования не так, как мы этого ожидаем. Надо учиться видеть и принимать руку Божью в том, что нам кажется в данный момент не совсем приятным, не тем, на что мы рассчитывали. И главное, нужно учиться доверять Ему в любой ситуации. Написано, что намерение Бога о нас во благо, и любящему Его все содействует во благо. Совершенно верно. Он лучше знает, что нам нужно сейчас, в данный момент. Хотя я хочу сказать, что как непросто бывает принять такой ответ с небес. Но если принимаем с благодарностью и славим Его за ответ, происходят еще большие чудеса
во славу Господа. Чудеса, которых мы даже с вами мечтать не могли. Мы с вами, драгоценные, призваны быть какими? Благодарными. 1 Фессалоникийцам 5:8, все знаете. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Это воля Божья, чтобы мы были благодарны. Когда нам нужно воздать хвалу, славить Бога, когда нам это нужно сделать? После того, как придет помощь, или когда? Когда? До того. То есть во время кризиса. Вот когда нам совсем плохо, когда нам страшно, когда нам больно, когда нам трудно, вот здесь поднимайте руки. Вот здесь вставайте на колени и начинайте благодарить, славить, прославлять. Воздавайте Ему, воздавать хвалу за все, что вы имеете. Ведь вы же не совсем там уже умерли. Еще же есть голос, еще есть силы, еще есть надежда. Поэтому в этом и секрет библейского упования. В этом, я это точно знаю, проходила много-много раз. В этом секрет огромный, в этом сила есть огромная. Этим мы заявляем духовный мир, что уповаем на Бога, и в сердце обязательно придет тишина, мир, радость. Иисус лично так поступал и оставил нам такие примеры. Помните, когда умер Лазарь? Иисус молится. Он что вначале сделал? Воздал вначале Богу, Отцу, благодарение. Потом только воскрес Лазарь. Правильно? Точно так же, когда надо было умножение хлебов. Что он делал? Возблагодарил Бога. Потом пришло умножение. А сегодня что мы делали? Принимая таинство вечерю. Мы сегодня благодарили вначале, а потом принимали. Это пример. Вначале идет. Певцы вначале пошли, прославляющие, вначале воздали славу, а потом пришел ответ. Запоминайте эти такие маленькие моменты, которые очень нам помогут в жизни. Вечно славить Господа и умножать всякую хвалу Ему – это по-библейски драгоценное. 6-я характеристика. Благослови Господь. Не хочет. Эх. Все. И вот нажимаем. Все. Оказывается, нужно не на проектор, меня неправильно информировали. Я первый раз помню пультиком пользуюсь, а надо вот туда направлять. Ну, все, ничего, Господь благ. Спасибо, вы извините. 6-я характеристика. Подразумевает человека смиренного, послушного, исполняющего заповеди Божьи. Тогда как не библейское упование сопровождает часто гордость и своеволие. Иакова 4:6. Бог гордым что делает? Все знаете. Противится. А кому дает благодать? Смиренным. Аллилуйя. Вы благословенные, смиренные. Уже одного этого обетования достаточно, чтобы оценить все преимущество быть смиренным. Бог дает свою силу, свое устройство смиренному человеку. Что еще Бог обещает смиренным? Много чего Он обещает. Я только так скажу. Презирает на смиренное сердце. Слышит, драгоценное, смиренных. Желания смиренных Он слышит. И Бог их спасает. Но Он не отвечает гордым и злым. Хотя они вопиют к Нему. Слышите? Не отвечает. А Иов 35 глава 12 стих. Бог не отвечает. Бог высоко ценит тех, кто исполняет Его волю, и Он отвечает на молитвы последних. Мы помним, да, об этом. Иоанна 15:7 хочу, чтобы мы еще прочитали. «Если пребудете во мне, и слова мои у вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». 1 Иоанна, я сразу несколько мест читаю, они все понятные, доступные. 1 Иоанна 3:22. «И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». Слышите? Получим что? Что получим? Что не попросим. И еще одно местописание чудесное. Иоанна 9:31. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает». Опять-таки,
Так что нечего обольщаться зазря. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Как видим, соблюдение с нашей стороны Слова Божье расширяет для нас человеческие границы и открывает двери в невозможное. Поэтому, чтобы получить просимое, необходимо сверять свои мысли, свои слова, свои действия со Словом Божьим и поступать по Слову. В этом 6 пункте много на чем можно остановиться, но я сделаю сегодня акцент только еще на одном из пунктиков. И хочу, чтобы открыли мы Псалом 36, 3 стих. «Уповай на Господа и...» Что-то написано. «Делай добро». О чем здесь? Если у нас проблемы, если и нам нужна самим помощь, то мы на законных основаниях ожидаем, что нам помогут, нас утешат, окажут нам знаки внимания, любви, заботы. Мы сами себя начинаем жалеть и даже можем обижаться на людей, если вот всего того, что мы перечислили, мы не получаем от них. А исходя из этого местописания, получается, что мы, будучи в нужде сами, в это самое время, а не потом, вот сейчас, в кризис, должны протянуть руку помощи другим и оказывать им знаки внимания, любви. Как это называется, драгоценные? Это называется быть христоподобными, подражать Христу, быть активными, быть слугами и делать добро всегда, к чему мы с вами и призваны. Но совершать добро мы должны, конечно, не рассчитывая на свои какие-то силы и себя последние выжимать. Конечно же нет, а уповать на Господа и делать добро. Мы с вами только сосуды. Запомните это. Не мы творим, Господь. Мы только сосуды, через которые действует Бог. 2 Тимофею 2:21. Только чистый сосуд, благопотребный владыке, годный на всякое доброе дело. Только чистый сосуд, через который, знаете, если он забитый весь лягушками, труба забитая, через нее ничего не пройдет. Поэтому чистые сосуды Богу нужны. Являясь гражданами Царства Божьего, мы не должны думать, дорогие, что, уповая на Господа, можем жить так, как нам заблагорассудится, как нам захочется. Увы, если мы не прилагаем усилий для исполнения своей части, своего долга, то это не упование называется. Это что? Это вообще, можно сказать, искушение Бога. Понимаете? Видите, Слово Божье учит нас, чтобы мы не просто уповали на Бога, но при этом вели себя особенным образом. То есть имели богобоязненность, страх Божий, жили непорочно, замечали и восполняли нужды других людей, были смиренными, послушными, благодарными и так далее. И именно такая жизнь – секрет к сильному, непоколебимому упованию. А ведь вы согласитесь, что не все одинаково получают ответы от Бога. Далеко нет. Может, стоит нам попробовать с вами действовать согласно написанному Слову Божьему, чтобы чаще получать эти ответы на наши давние проблемы, которые нас волнуют, и чтобы они каким-то чудным образом наконец-то были решены. Бог не оставит никогда постыженным того, кто на Него твердо уповает в соответствии с Его волей и Его Словом. 7-я характеристика. Не тут-то было. Получилось. Я потом потренируюсь, потому что в следующий раз у меня будет много слайдов, и мне нужно все это транслировать. 7-я характеристика. Терпение, долготерпение в ожидании ответа. И, соответственно, не библейское, это нетерпеливость в ожидании ответа. Бежать впереди телеги называется. Бог, Он сам по себе долготерпеливый, он об этом неоднократно говорит Слово Божье. И один из плодов Духа Святого – это долготерпение. Апостол Павел в послании Евреям 10:36 пишет: терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Видите, даже если мы исполняем волю Божью, нам нужно терпение, чтобы получить
обещанное. Обещанное мы получим, когда исполним волю Божию и наберемся терпения. Бог всю нашу жизнь через различные обстоятельства учит нас взращивать это качество. Если мы терпеливо ожидаем, значит доверяем Богу, что подаст помощь вовремя. Если торопимся, бежим впереди телеги, как я сказала, результат будет соответствующий, ведь там Бога не будет. И еще существенное дополнение по теме уповать на Господа. Это уповать нужно на Него вовеки. Это значит в любой ситуации. Уповать с нетерпением, 1 Фессалоникийцам. Я не буду вам зачитывать, там места есть в Писании. Уповать неуклонно, сохранять свое упование твердым до конца, уповать всегда. Полагаю, что никому из нас не помешало бы проверить, в каком состоянии наше сердце. Если там мир, твердая уверенность, непоколебимость в ожидании ответа, несмотря ни на что, действительно ли то, о чем просим, является волей Божьей, и уповаем ли мы на Бога всегда, неуклонно, твердо, уповаем на Него, как на первоисточник, и сами себя в этом не обманываем. Воздаем за все ли хвалу, прославляем, благодарим ли Бога за ответы, держим ли в чистоте свои уста, сопровождается ли наша жизнь добрыми делами. Если что-то не соответствует библейскому упованию, у нас есть драгоценная возможность это исправить, пока мы с вами живы. Мы все с вами находимся в процессе возрастания в уповании на Бога. Кто-то больше достиг успехов, кто-то меньших, но точно никто еще не находится на самой вершине. И нам всем есть куда возрастать. Согласны? Согласны. В моей жизни так много было явных Божьих чудес, что я долго думала, чем поделиться, какая история более всего покажет процесс практического упования. Решила поделиться тем, что прохожу прямо сейчас, я и моя семья. Как я заметила в практической жизни, каждое слово, которым я делюсь с этой кафедры, оно прежде всего испытывает меня. Мне приходится сдавать экзамен по каждой теме. Не всегда сдаю с первого раза, увы. Но благодарю Господа за Его долготерпение. Но я этой историей поделюсь уже как свидетельство, наверное, вот в конце, если будет для этого время и у вас желание. А сейчас давайте мы закрепим основные принципы библейского упования. Ну, последний раз пробую в этом. Вот оно. Так. Человек, какие же принципы основные? Человек знает Бога и имеет с Ним личные отношения. Он выбирает, это выбор драгоценный, это наше решение. Он выбирает в первоочередном порядке уповать на Бога в любой ситуации. Третье. Ищет убежище в Боге. Молитвенно входит в покой Божий. Тогда мир приходит в его сердце, беспокойство, неуверенность, паника, все уходит. Четвертое. Спрашивает волю Божью и просит совет, помощь. То есть должен быть правильный порядок, который работает вначале доверие и покой, а потом ответ, а не наоборот. Только в таком состоянии удовлетворенным можно услышать ответы на свои вопросы. Что делать, как поступать в данной ситуации. Пятое. Получил слово от Бога, оно для этого человека становится надежным якорем, твердым, непоколебимым основанием в уповании. Вот получили слово, стойте. Уж точно никуда не двигайтесь, не мечитесь. Шестое. Беспрекословно и точно исполнять инструкцию. То, что является волей Божьей. Седьмое. Набраться терпения и в смирении ожидать ответ. Но не бездействие, а продолжать молиться, благодарить, прославлять Бога, живя по Слову Божьему, пребывая в страхе Божьем и делая добрые дела. Я благодарю, что вы так очень внимательно все слушали. У меня со словом все.
Что-нибудь кто-нибудь для себя получил? Молча киваем головами. Есть над чем задуматься, драгоценные. Я думаю, что даже если вы для себя сделали какие-то фотографии или сделаете потом, все равно надо будет нам пройти. А сейчас я не знаю, свидетельство сейчас сказать или вначале прославим Бога, потом свидетельство, или как лучше? Сразу свидетельство? Да? Но если вы готовы слушать, я расскажу свидетельство своем. Мы с супругом своим никак не представляли себе жизнь вдали от детей. То есть мы в начале еще своей жизни мы планировали так, когда сын наш учился, один и второй, что там, где будет служить старший сын, там будем жить и мы. Потом туда и младшего переведем служить. Но вы знаете, наш старший сын трагически погиб. И у нас остался только один сын Николай, которого большинство из вас здесь сидящих в зале знаете. И когда сын женился, мы первым делом предупредили его жену Аленочку, которую тоже знаете, о наших планах. И что со временем нам предстоит переезд в Белгород, туда, где похоронен старший сын. Неоднократно мы обсуждали всей семьей детали переезда. Мечтать нам было о чем. Так как у нас там прекрасный коттедж, расположен на берегу водохранилища, и место просто шикарное. По нашим планам мы с мужем, дети и внуки должны были уехать из Якутска одновременно. Но допускали такой маленький процент вероятности, что, возможно, я с мужем уеду, а через год за нами поедут дети. Но вы знаете, все это время, не переставая, и тогда, и сейчас, мы молились. Мы молились и ждали правильного времени. Мы искали волю Божью в этом переезде и упорно спрашивали Его Слово. И вот 2 года назад это слово пришло. Когда я его услышала, вы знаете, у меня слезы просто непроизвольно потекли по щекам. Я не могла их остановить, потому что я не была готова услышать то, что я услышала. И я прекрасно понимала, что это говорил Бог. Это точно были не мои мысли, потому что такого варианта я себе никак не могла пожелать. Получалось, что нужно было отправить на новое место вначале детей с внуками, а нам здесь какое-то время остаться. Обсудили с детьми, благо, что они у нас люди верующие, доверяют также Богу, и дети через полгода уехали в Белгород. А Господь в этом переезде дал им во всем устройство, даже не сомневайтесь в этом, все дал в устройстве им. Мы с мужем остались здесь вдвоем, и время пошло неспешно. Мы старались увидеть и прочитать Бога в тех событиях, которые происходили с нами, вокруг нас. Держали уповать, верить, что время пролетит быстро, и мы в итоге с детьми будем жить в одном городе. Постоянно грела эта мысль. Но, как говорится, у нас свои планы, а у Бога свои, и они часто не совпадают. Вот так произошло и с нами. В декабре прошлого года, то есть это совсем недавно, когда я была в гостях в Белгороде у детей, в разговоре мне сказала Аленочка, что, возможно, они со временем переедут жить в Москву. Так как Николай рассматривает вариант работы в Москве и сделал отклик на интересную вакансию. И хотя конкурс там был на место где-то человек 150-160, вдумайтесь в эту цифру, мое сердце ёкнуло. И для меня это стало еще большим, таким, скажу, большей шоковой новостью, чем то первое слово, которое я получила от Бога, чтобы отпустила детей в Белгород. Я пошла молча в комнату, помолилась и стала чертить. Я так обычно всегда делаю по жизни, в таких трудных ситуациях. Я написала все плюсы и все минусы переезда в Москву детей. Все плюсы для детей, для внуков, для нас, минусы все для каждой из категории нас. Конечно, и того, другого было достаточно. Так как мы с мужем Москву для себя вообще не рассматриваем, то больше всего меня по-человечески смутило одно обстоятельство, что на старости лет мы останемся одни. Рядом не будет самых дорогих нам людей, на которых мы рассчитывали. Но все же в молитве и размышлении в тот вечер быстро пришел мир в мое сердце. Я созвонилась с мужем, и мы совместно приняли решение молиться за волю Божью, благословлять детей и, главное, доверять Богу. Николай прошел конкурс 3 этапа, и его действительно
приняли на ту работу в Москву. Подробности я упущу, это другая история благости и чуда Божьего. Мы все прекрасно понимаем, что совершенно нереально было туда попасть, если бы это не была воля Божья. А если это воля Божья, то идти против рожна глупо, тем более зная, что воля Господа, она благая для любящих Господа, а мы его любим. Конечно, мы приняли все передвижки с благодарностью. Кто-то, может возразить из вас, потому что я уж такое слышала. А где здесь благословение от Бога? Разве Бог не мог благословить Николая в Белгороде и дать ему прекрасную работу? Конечно, мог. Никто и на 1% не сомневается в этом. Но Божья воля для Николая в данный момент жизни – это работа в Москве. И мы в этом ни на 1 грамм, ни на 0,5% не сомневаемся. И вот в начале февраля я снова получила слово от Господа. Это было здесь, прямо в этом зале. Оно пришло как откровение во время прославления в церкви. И слово, которое пришло, «Отпусти», которое это пришло 2 года назад, и касалось моего сердца относительно детей, это означает навсегда, полностью отпустить от себя, а не временно отпустить. Уповать на Господа – это полностью доверить Богу свою жизнь, устройство, обеспечение. Уповать на детей в старости – это не есть упование на Бога, а это упование на человека. Вот такое откровение. Отпустить детей – это не значит, что Бог не может сделать так, чтобы дети были рядом и в старости. Но это значит, что должна быть действительно свобода в нашем сердце. И не должно быть зависимости от детей, от внуков, а зависимость только от Бога. Еще никто никуда не переехал на постоянку в Москву. Николай будет какое-то время приезжать на субботу и воскресенье в Белгород, благо это не так далеко. А в дальнейшем, как что сложится, знает только Господь. Мы доверяем Богу полностью и уповаем на Его милость ко всем нам. И поэтому примем любой ответ от Него с благодарностью. И это драгоценные, не пустые слова. Все. Ну что, спасибо за слово, спасибо за домашнее задание. И перефразируя 2 Паралипоменон, певцы Господа, в благолепии и святости, выступая вперед, прославьте, пожалуйста, Господа нашего, и мы вместе с вами. И в этом поклонении каждый из вас знает, что хочет получить. Просто закройте глаза и слушайте Господа. И Он отвечает именно в момент благодарности, когда ваше сердце открыто в благодарении. И еще минуточку, пожалуйста, объявление наших сестер. Добрый день, дорогая церковь. А мы с Валентиной благодарим Бога за то, что почти одновременно у нас было такое, мы уверены от Бога, желание проводить в церкви в нашей сестринское служение. И в преддверии, так скажем, нашего праздника, да, мы хотим собрать на сестринское общение. Пока начать с общения, это в субботу в 4 часа в 15:00. 4 марта. 4 марта в 15:00. Драгоценные сестрички, это будет пока в формате знакомства, просто общение, чаепитие. Если у кого-то есть возможность, можете взять с собой что-то вкусненькое к чаю, постряпать самим, все рукодельницы, это точно. И так как это в преддверии 8 марта, сделать либо своими руками, либо купить какую-то открыточку, сделать приятное друг другу. Это недорогие подарки. Подарки не должны быть дороже 300 рублей. В общем, кто что может. Просто в конце чаепития, общения мы сделаем друг другу приятный подарочек. Ну и ждем вас 4 марта в 15:00. Приглашайте, ну и соседок, подружек приглашайте. Всех ждем. Продублируем в группе WhatsApp. Следите за объявлениями.
поблагодарить с Господом. Аллилуйя, Господь. Всем спасибо. С миром Божьим по домам. Да. Внизу ждет чаепитие нас. Столы накрыты. Добро пожаловать.